слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдаевичу. Уважаемые судьи Конституционного суда, мы письменную позицию давали, но мы, выслушав заявление уважаемой Динары Султанбековны, встает вопрос, как мы, хотя вопросами права только занимаемся, не конкретно уголовного дела, но встал вопрос, да, что 12 марта 2020 года была задержана судья, то есть стало основанием, повода к этому делу. Ну, что ее без возбуждения уголовного дела задержали, провели какие-то доследственную проверку, после этого назначили экспертизу и потом возбудили дело, да. Но я считаю, что незнание, непрофессионализм одного следователя или нескольких сотрудников органов финансовой полиции не могут нам дать основания для принятия решения, что что-то противоречит Конституции. Ну, 12 марта 2020 года действовал, скажем, промежуточный уголовно-процессуальный кодекс, который вступил в силу 1 января 2019 года. Но в тот же момент я хотел бы напомнить уважаемому суду, что 13 июля 2017 года был принят конституционный закон, который называется «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных в Конституции Кыргызской Республики». Там четко написано, что уголовное дело в статье 3, части 2, я процитирую, что уголовное дело в отношении судьи, решение о возбуждении уголовного дела принимается генеральным прокурором в отношении, подпункт 5 в отношении судьи написано. То есть на момент действия, на момент тех печальных, скажем, событий, с точки зрения заявителя, у нас в Уголовно-процессуальном кодексе предусматривалась вот эта норма, потому что статья 476 этого кодекса 2019 года промежуточно прямо отсылает, вот написано, статья 476. Категории лиц в отношении, это УПК, я цитирую, категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и делам о проступках. И вот статья 476 УПК прямо нас отсылает к статье 3 вот этого конституционного закона, который, ну, по рангу даже выше стоит этого, хотя систематизированного нашего кодекса. В кодексе написано, если есть какие-то нормы, которые предусматривают порядок уголовного судопроизводства, они подлежат применению только при условии их включения в настоящий кодекс. Если в этом настоящем кодексе, в 476 есть прямая отсылка, мы можем констатировать о том, что была ссылка. То есть в тот момент, в 2020 году, следователи финансовой полиции, управления, увидев, что поступило заявление в отношении судьи, они должны были взять заявление, папку, поехать в Генеральную прокуратуру, возбудить уголовное дело, зарегистрировать ЕРП, получив спокойно санкцию следственного судьи на задержание, арест, на проведение обыска и провести задержание, и не было бы никаких вопросов. На сегодняшний день мы оспариваем не тот кодекс, а этот. Нынешний кодекс содержит те же нормы. Статья действующий нынешний кодекс, мой коллега до этого говорил, 495 в отношении перечень лиц, который применяется особый порядок. Кем возбуждается, как возбуждается. Да, в тот период не было стадии возбуждения уголовного дела, как вот Султанбековна сказала, что да, все автоматически начиналось, но это начиналось не для тех лиц, которые обладают особым иммунитетом. То есть даже тот кодекс и нынешний содержал нормы, что в отношении отдельной категории лиц допускается особый порядок, то есть любые действия начинаются с момента возбуждения. И, соответственно, сейчас, тогда, если следователи ошиблись, я не знаю, на какой стадии это дело, но обсуждая вопросы права, мы считаем, что нынешняя редакция, она должна читаться не так, что следователь, такой автомат, он открывает статью 145, 153 и сразу начинает. Он должен посмотреть, в отношении кого заявление. Системно посмотреть на УПК. И там, если написано, что есть особый порядок, есть люди, в отношении которых должен применяться, соответственно, надо пойти возбудить дело, потом получить санкцию при необходимости, если это успевают и есть время,
либо какие-то безотлагательные действия провести могут. То есть мы приходим к тому, что нынешняя редакция, она ни в коем мере не ограничивает права судей и не вызывает неопределенность. То есть, если речь идет о суде, мы автоматически переходим в 494-95 статью, соответственно, у нас начинается особая процедура. А то, что 490, там, 145 статья, 153, ну эти те необходимый порядок действий, вот сейчас вопрос был, доследственная проверка. Ну нашли мы труп на улице, ну мы же не можем сразу пойти, сначала давайте возбудим дело, ну давайте узнаем, что это труп. По крайней мере, надо его ощупать, посмотреть, снять, сфотографировать, кто видел, кто нашел, опросить элементарные вещи, которые предшествуют возбуждению уголовного дела. Да? Возможно, просто инфаркт у человека, можно отказать дело, да? Но какие-то есть минимальные действия, которые нужно провести любому следователю. Но если речь идет о судьях, мы автоматически уходим в 495-ю, получаем возбуждение уголовного дела, решение, и после этого проводим. Некомпетентность в свое время следователей финансовой полиции, возможно, вызвала эти последствия. Поэтому на сегодняшний день, с учетом того, что вот доводы заявителя о том, что нарушаются права, мы не согласны. Например, вот я сейчас в ходатайстве, сейчас, секунду. В ходатайстве указывается, что по мнению заявителя, в действующем УПК не предусмотрен особый порядок осуществления досудебного производства, применительно производства следственных специальных следственных действий в отношении с учетом конституционного правового статуса. То есть все следственные специальные следственные действия проводятся на основании постановления следственного судьи. То есть и говорить о том, что вот эти все действия, ну, в отношении отношений судьи с отчетом конституционного правового статуса, эти все действия проводятся на основании санкций следственного судьи. Соответственно, сказать, что эти действия должны носить особый характер, ну, что нам писать УПК в отношении отдельной категории лиц, тоже я не вижу, потому что в Конституции основа, это 24 статья, мы все равны перед законом, перед Конституцией, перед законом Кыргызской Республики, поэтому мы считаем, что здесь противоречия неопределенности не усматривается, а непрофессионализм некоторых следователей не должен быть основой, чтобы мы неправильно воспринимали УПК и Конституцию. У меня спасибо.